В эфире специальный выпуск программы «Время новостей», в студии Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава республики Владимир Уйба выступил с обращением к жителям региона. Бурет Дона Юртис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Второй день работаю в Москве. Буквально через несколько часов вылетаю обратно в республику. Начну сегодня, по результатам поездки в Москву расскажу в следующих видеообращениях. А сегодня начну с поздравления. Сегодня профессиональный праздник у всех сотрудников системы МВД. Раньше мы поздравляли с праздником милиции, сегодня это российская полиция. И хочу сказать, что неважно, ветеран это или сегодня действующий сотрудник, все, кто служил и служит в защите правопорядка в органах МВД, сегодня действительно ваш праздник, профессиональный праздник, поэтому хочу пожелать всем вам, во-первых, спокойных дежурств, хотя это, наверное, не бывает, но тем не менее, чтобы все дежурства заканчивались благополучно, а тогда, когда вам действительно приходится вставать на защиту наших жителей, и действительно иногда это с риском для жизни, что все-таки это проходило для вас без ран, без каких-то тяжелых и трагических последствий. Хочется пожелать все-таки вам доброй, хорошей службы, уверенности в том, что вы точно совершенно занимаетесь очень важным и нужным делом, и семьям вашим терпения, потому что понимаю, что как в той песне, действительно нет ни выходных, ни праздников, и зачастую вы не принадлежите себе. Но тем важнее и ответственнее дело, которым вы служите и которому посвятили свою жизнь. Всем здоровья, побед, удачи и благополучия, как на службе, так и дома. Всего вам самого доброго. И еще сегодня очень много приходит запросов и в мои, и по социальной сети, и в мои аккаунты. Суть этих вопросов в том, что почему от ковида стали болеть дети, и почему это происходит, и насколько это опасно для детей. Я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, если мы первую и вторую волну первую практически дети не болели, а второй это были единичные случаи, то сейчас третья и четвертая, которая по сути перешла сразу из третьей в четвертую волну, дети у нас болеют очень сильно. И как по количеству, так и по тяжести заболевания. И здесь, к сожалению, мы же с вами понимаем, что если у нас сегодня заболел 4-дневный ребенок, который только родился, понятно, что мама больна ковидом, вошла в роды, понятно, что ее роды разрешили, но ребенок заразился от мамы. И это лишнее подтверждение тому, что я все время говорю, что нужно обязательно вакцинироваться, потому что мы, к сожалению, начали заражать детей. А дальше идет обратная реакция. То есть родители пришли с работы, заразили детей, а дети пошли к бабушке с дедушкой, заразили бабушек и дедушек. Да, они у нас под особым контролем, под особым ударом по инфекции. Поэтому по цифрам у нас на самом деле очень цифры нехорошие, они нарастают. И если мы, смотрите, в первом квартале этого года лечение, я говорю только о стационарном лечении, амбулаторное не говорю. То есть в стационаре у нас прошли лечение за первый квартал 49 детей, второй квартал 72 ребенка, третий квартал 241. Представляете? То есть рост в разы идет. И сейчас, по данным на 10 ноября, на госпитализации 76 детей. Я считаю, что здесь, конечно, дельта, штамм, который сегодня в основном циркулирует в республике и в стране, он очень контагиозен. Его сравнивают по контагиозности с ветряной оспой. А ветряная оспа – это практически 100% заражение детей, те, кто не переболел в свое время. Поэтому, конечно, нужно беречь детей. Не случайно я постоянно в своих видеообращениях об этом говорю. Берегите своих детей. А сберечь своих детей вы можете только вакцинировавшись, только не давая возможности вирусу
распространяться и чтобы вы не были распространителем этого вируса. Ну, понятно, что мы идем буквально на грани фола. Я почему так говорю, потому что, по сути, мы серьезно обсуждали вопрос все-таки школам начинать работать или уходить школам снова на карантин. Договорились о том, что продолжаем учебу детей, потому что все-таки очное обучение никогда с дистантом не сравнить, но здесь от нас с вами, от взрослых, зависит, будут ли наши дети дальше вот учиться как обычно в очном режиме, или нам придется уходить на дистант. Поэтому еще раз призываю всех взрослых подумать именно о детях. Потому что когда вы рассуждаете, вот хочу прививаться, не хочу прививаться, там, у меня вот какие-то противопоказания, нужно всегда думать о том, что вы, заразившись, заразите детей. И еще раз повторяю, если первая, вторая волна это была не критично, то сегодня это более чем критично. По эпидобстановке. За сутки мы немножко сбавили. Было вчера 398, сегодня 390 случаев заболевания коронавирусом. Но пока такого вот серьезного снижения нет. То есть мы пока просто вот балансируем. Чуть-чуть поднимемся, чуть-чуть снизимся. В основном ничего не меняется по городам. Это Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута и Сосногорский район. По нашему трагическому списку, по умершим. Сегодня умерших очень много, 18 человек. Вот я снова говорю, что, уважаемые жители республики, задумайтесь, пожалуйста. Мы хороним каждый день. Вот вы же видите по дням. Да, мы не можем выбраться даже на цифру 10. Мы вот между 16 и 18. Это катастрофа. Это мы просто хороним каждый день наших близких. И опять же, из 18 умерших только один был привитой, это мужчина 80 лет, но при этом это тяжелый постинфарктный кардиосклероз и нарушение ритма. Действительно, мужчина привился, но заболев, вот просто патология, которая ранее была у него, уже сформировалась, не дала возможности оказать помощь своевременно и вылечить человека. И я снова привожу пример, почему это. Потому что вот среди 390 человек, которые сегодня заболели, привитых 21. Ну, казалось бы, все-таки 21 многовато, да? Но, опять же, если мы просто с вами посмотрим, и если бы у нас были привиты, ну, хотя бы процентов 80-90, у нас бы не было 390 человек заболевших, да? У нас были бы, даже если привитой заболел, опять же, из этих 21 привитого у нас только 8 человек на госпитализации. 13 человек – это амбулаторное лечение, то есть это легкое течение. Поэтому, конечно, я снова и снова возвращаюсь к тому, что пополнять список вот этот трагический, да, который у нас уже 2056 человек, умерших за весь период пандемии, ну, надо останавливаться и прививаться. Мы имеем все для этого, мы имеем сегодня достаточно пунктов вакцинации, мы имеем очень большое количество вакцины сегодня, это более 125 тысяч доз. Ну и огромное спасибо всем, кто меня слышит и кто реагирует на мои обращения и прививается. Сегодня у нас привитых 290 тысяч 22 человека. На этом вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого-самого доброго. Берегите друг друга, берегите своих детей. Соблюдайте масочный режим и обязательно вакцинируйтесь. Всего вам доброго, до следующей встречи. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». До скорых встреч в эфире.